Остается лишь присоединиться. Действительно, хочется пожелать всем хорошего и отличного дня сегодня, во вторник, 19 февраля. Многие думают, как занять своего ребенка. Например, отдать его в какую-то студию, в какой-то кружок или просто обеспечить ему досуг. В этом всем может помочь Союз детских общественных организаций. С гостями оттуда мы как раз и поговорим сегодня в нашей студии. Это представители детского движения нашей республики Нургуян Макарова, директор Республиканского центра развития детского движения. Доброе утро. И Александра Хлопкова, председатель Союза детских общественных объединений республики. Доброе утро. Доброе утро. Вот немножко о детском движении. Что это такое, кого оно в себе объединяет и какие результаты труда уже на протяжении долгого времени существования Союза можно уже отметить? Ну, история Союза детских общественных объединений – это, конечно же, история преемственности пионерской организации, которая, к сожалению, с распадом нашей великой страны, она переросла, и в 1992 году у нас создался Союз детских общественных объединений, который объединяет всех детей. И дело в том, что вот дети – это же не только вот школьный процесс обучения, да, а именно еще и большая воспитательная нагрузка. И когда действительно в начале 20 века создавалась пионерская организация, великие умы задумались о том, что дети – это как раз-таки наше будущее, и их нужно воспитывать по определенной программе. И на сегодняшний день мы вот с историей пионерии, с началом Союза детских общественных объединений, с началом программ 2013 года «Стремление Джулур», мы имеем сегодня очень большое количество ребят. Это 783 детские организации, которые объединяют вокруг себя более 78 тысяч детей в образовательных организациях. И каждый ребенок может найти свое направление, в котором может себя развить. Вот буквально недавно был юбилей пионерии, 95 лет. Какое к этому было приурочено мероприятие и вообще какая есть взаимосвязь поколений? Ну, так как мы еще возглавляем направление педагогических отрядов, мы организовали встречу ветеранов и молодежь нынешних вожатых. Вот как раз мы сейчас видим это на экране, да? Вот вожатые, получается, первый человек, который взаимодействует с детьми в школах и не только в центрах летнего отдыха, но и на сегодняшний день пионер-вожатые, старшие вожатые, педагоги-организаторы – это те люди, которые работают непосредственно на местах. И мы организовали встречу с нашими старшими наставниками, которые рассказали нам о своих делах, о тех великих проектах, в которых они участвовали, и поддержали наших ребят, которые на сегодняшний день являются вожатыми, и были очень рады. У нас родились новые проекты, можно так сказать. Они хотят участвовать везде, во всех наших мероприятиях, сборах, слетах. И встреча прошла у нас в педагогическом институте. 95-летие пионерии празднуется у нас в республике, так как 17 февраля 2024 года была организована первая советская пионерская организация у нас в городе Якутске. Нургуяна, вот вы являетесь директором государственного бюджетного учреждения, именно ресурсного центра поддержки детского движения. В чем его основная задача и каким образом вы поддерживаете общественную организацию? Ну, цели и задачи нашего центра как бы совпадают с Союзом детских общественных организаций, как бы мы друг друга дополняем, но мы уже на государственном уровне, да? Правопреемником пионерии на сегодняшний день является Российское движение школьников, которое было создано в 2015 году по указу Владимира Владимировича Путина. И на сегодняшний день оно насчитывает уже 281 школа, работает у нас по республике, по Российскому движению школьников, и насчитывает 62 тысячи детей. Когда мы начинали в 2016 году, у нас было только 10 пилотных площадок, и на сегодняшний день мы имеем такие результаты, можно сказать, да? Старт мероприятия у нас состоялся в Намском Улусе, селе Апаны, на коммунальских сборах. Это были республиканские коммунальские сборы «Радуга наших улыбок» на базе Хатына-Рынской СОЖ под руководством Матрёны Егоровны Винокуровой. И там мы дали старт мероприятиям юбилейного года. Мы очень рады и, пользуясь случаем, хотела бы поздравить всех наших ветеранов, всех наших бывших пионеров, педагогов, организаторов, старших вожатых с этим замечательным юбилеем, юбилейной датой. Я часто бывал на мероприятиях, которые проводит Союз детских общественных организаций при поддержке ресурсного центра. Там всегда видишь улыбку детей, яркие эмоции. А вот если ребенок хочет присоединиться к этому движению, что вы бы ему посоветовали?
Ну, если он хочет присоединиться к движению, там никаких препятствий нету, он просто может зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников или просто обратиться в свою школу, к своему вожатому или заместителю директора по воспитательной работе. Если у него есть свой проект, какой-то проект, какая-то интересная идея, и он хочет интересно проводить свой досуг. А вообще с какого возраста можно отнестись вот к этому движению? С 8 лет. Можно уже с 8 Да, лет с смело 8 да, лет. участвовать в мероприятии. А какие, возможно, площадки будут организованы летом? Какие планы вообще в целом на весну и на летний период? Но в будущем у нас, конечно, большие планы. Ближайшее мероприятие у нас будет 22 февраля. Это будет военно-спортивная игра мужества для начальных классов, потому что именно это звено у нас как-то выпадает, потому что в основном активисты у нас представляют старшее и среднее звено, да? Поэтому мы решили в этом году поддержать инициативу тоже Намской школы. Намский у нас очень активный, да, и он как бы расположен близко от города Якутска, и там сюда могут приехать из разных улусов, да? Например, на коммунарских сборах там из Амги были, из Горного были, из города Якутска много было. Ну и самое основное мероприятие, которое традиционно у нас проводится, это фестиваль детских общественных объединений, организаций, который будет проходить во Дворце детства с 27 по 28 марта. Как раз-таки вся республика приезжает. У нас в этом году новые направления, да? По направлению РДШ мы взяли большую площадку, по направлению детского движения, поэтому каждая школа, каждая организация, которая придет, она сможет себя представить. Спасибо большое за то, что вы с утра подошли к нам в студию, поделились такими яркими, радостными событиями. Хочется пожелать детскому движению продолжать те начинания, которые были пионерии, добрые, открытые, и привнести что-то новое в нашем современном обществе. Спасибо большое.